Вот на сегодняшний день вы сказали, общий объем депозитов физических лиц какая сумма составляет и индивидуальных предпринимателей? Депозитная база в коммерческих банках 360 миллиардов сомов составляет. Нет, общий объем депозитов физических лиц и предпринимателей 360 миллиардов? Нет, 140 миллиардов. 140 миллиардов где-то, да? Да, из них. Ну, вы знаете, внесение изменений в закон позволит, я так понимаю, по этому законопроекту, населению уверенно вкладывать, да, свои средства до 1 миллиона сом, не дробя их, да, на мелкие суммы. Да, получается? как вы знаете, весной Джохор Кеңеш поддержал, как увеличили сумму компенсации до 1 миллиона, там динамика роста резко увеличилась там. А в случае процедуры банкротства какой срок выплаты? По действующему закону в течение 30 дней мы должны выплатить компенсации. До какой суммы? До 1 миллиона сома. Это за счет средств фонда защиты депозитов, да, будет происходить? Да. Ну, это очень хорошая инициатива, поддерживаем, потому что у нас самый низкий уровень компенсации, да, в странах ЕАЭС. Потом, а в каком размере вкладчик получит страховое возмещение, если он имеет вклады в разных банках, у которых отозвана банковская лицензия? Мы в этом случае выбираем банк-агент из 23 коммерческих банков, и через этот коммерческий банк будем выплачивать компенсации. Или можем через свою кассу выплачивать. Понятно. Вы анализировали, какой процент населения сегодня имеет электронные кошельки? Да, я вот сейчас только озвучил, где-то на 1 миллиард сомов, там 1 миллиард сомов где-то находится в электронных кошельках. Около 1 миллиарда, да, сомов? Да, да. Ну, это аз, да, был, который корректно ушел, суммасы. Ну, мобильными приложениями, электронными кошельками народ очень активно пользуется, сумма все время меняется. Вот держателям, которые, вот физические лица, индивидуальные предприниматели, которые будут держать электронные кошельки, это сможет ли снизить теневую экономику в стране? Вы анализировали сами? Количество? Да. Количество счетов больше 5 Нет, миллионов. снизит ли это теневую экономику в стране? Вы вообще анализ есть такой? И количество не снизится, оно наоборот, динамика на рост идет. Не, вы не поняли вопрос. Вы вот, Манас Жахпович, ответьте, пожалуйста. Уважаемый Карим Лемзарович, добрый день, уважаемые депутаты. Конечно же, все действия со стороны правительства, Кабинета министров, Национального банка, других государств направлены на снижение теневой экономики. И именно рост безналичных платежей способствует этому, поскольку все эти кошельки, они идентифицированы, то есть известно, кто является их владельцами, платежи как бы прозрачные и так далее. То есть это направлено именно на снижение. Спасибо, я вот это и хотел услышать, что мы должны к этому и идти, да? Для снижения теневой экономики нужно больше информировать людей и призвать к тому, чтобы переходили на эти электронные кошельки. И вот какие квалификационные требования будут предъявляться к членам органа управления агентства? Вот, на какой срок и кем будут назначаться члены исполнительного органа правления? В законе предусмотрели 2 срока, это по 4 года, 8 лет максимальный срок.